Добрый день, дорогие друзья! Сегодня «Магия приключений» приготовила для вас совершенно необычную программу. Мы хотим предложить вам символически искупаться и очиститься в лучах восходящего солнца, испить священного кумыса, послушать волшебную музыку хамуса, прикоснуться к малоизвестному, а поэтому для многих таинственному и пугающему миру сибирского шаманизма. А угощать, почивать нас будут этими явствами жители Якутии, где съемочная группа компании «Ястреб-фильм» работала в июне этого года на замечательном празднике Иссех. В результате получился фильм, который вы увидите во второй части нашей программы. Ну а подготовиться к встрече с этими чудесными явлениями якутской культуры мне помогут два очень компетентных эксперта. Хочу вам их представить. Екатерина Назаровна Романова, доктор исторических наук, профессор, автор нескольких монографий в области этнографии и антропологии, известный специалист в России по ритуальной культуре, в частности, по мифам, обычаям, практикам якутского шаманизма. Столь же колоритен наш второй собеседник – Константин Валерьевич Куксин, этнограф, путешественник, член Русского географического общества, создатель и директор Музея кочевой культуры, при этом поэт и писатель, автор нескольких книг. Давайте сразу объясним телезрителям, что такое праздник Иссех и почему с каждым годом праздник приобретает все большую и большую популярность. Вы знаете, крайний север, минус 70 градусов зимою. И вот ощущение такое, что здесь должно быть, как у нас часто говорят, белое безмолвие. Но как только спускаются белые ночи, как только начинается весна, у нас появляется ощущение того, что надо обязательно справлять этот праздник. Если посмотреть истоки этого праздника, то это, конечно, было ритуальное моление, обряд целый, земле, воде, небу. Совершенно верно. Этот праздник Иссех имеет комплекс разных ритуалов и обрядов. Я хотела бы еще сказать о том, что почему называется праздник Иссех. От якутского «ыс» – крапление, окроплять белым изобилием, то есть белой пищей, кумысом. Как раз вот ритуально у нас есть чоранчик здесь. Я хочу сказать о том, что, конечно, здесь мы в студии представили небольшой чоран, а вообще были чораны очень большие, поскольку от самого почитаемого старца, скажем, и так вот шло в круговую. Вот что еще очень интересно, белые шаманы, аюна, так называемые, это люди, которые имели право только совершать алгыс божествам верхнего мира. Нельзя было приходить в праздничное пространство людям, которые в чем-то согрешили, люди, у которых кто-то в течение года ушел из жизни и так далее. То есть это праздник чистый, то есть праздник, который считается праздником первоначала, рождения природы, человека, вселенной. Как в советское время относились вот к такого рода праздникам? Праздник ведь сразу запретили после установления советской власти, потому что считалось, что это религиозный обряд. Ну, естественно. Да. Если елку запрещали держать. Да, совершенно верно. В домах, а тут, значит, такая ситуация. Я сказала не зря, что была официальная картина мира, а была своя традиция. Люди все равно летом справляли этот праздник как ритуал, пекли оладьи, изготавливали кумыс. Если вспомнить советское время, 70-е годы, то этот праздник превратился в праздник труда. То есть он менялся, он трансформировался. Но вот более суровая судьба вообще была уготована вашей религии Ар-Аи, которая, по-моему, еще в 1696 году тогдашний воевода Арсеньев запретил своим указом. То есть это даже еще царская власть боролась с этой религией, с этими праздниками. Да. Оленеводы, вообще кочевники, им повезло. Они могли от советской власти и от царской Совершенно уйти. верно, да. Константин, так, навскидку. Наверняка есть аналогичные праздники, которые связаны с солнцем вообще у кочевых народов. Сразу вспоминается монгольский Надом, отмечается в середине лета, называется сейчас Днем независимости, бурятский Сагалган. И те же обряды, обычаи, это кормление молоком, молочной пищей. У тувинцев очень хорошо праздник Шага. Что еще роднит, я думаю, кочевые народы, которыми вы увлекаетесь, изучаете, и якутов, народ Саха, это отношение к лошади. Ой, конечно, конечно. Вот, потому что лошадь — это священное животное. Ну, лошадь — это не транспортное средство, это друг человека. Конечно. А для шамана, о которых будем говорить, это еще мистический конь, который отправляет его на небо.
к верхним духам, к богам. Не зря вот этот дейбир по-якутски называется, из конского волоса. Очень много разных у него символических значений, но одно значение то, что это волосяная конская нить, которая соединяет мир богов, мир людей. Бывают очень длинные такие вот дейбири. Самый такой почитаемый – это белый цвет. Ритуальное значение такое, оно отгоняет от злых духов. Могу вот Костю немножечко вот так даже сделать, то есть очистить, да? Такой вот дейбир в каждом доме говорит о том, что божество лошади или все, что связано с лошадью, с духами лошади, охраняет каждый дом. Константин, возвращаясь к вашему увлечению кочевыми народами, что это за музей? Музей находится в Москве, недалеко от метро Моторной, под открытым небом. Стоят юрты, чумы, яранги, шатры. Представлено сейчас 10 различных народов, которые сейчас, в 21 веке, еще кочуют. То есть музей этнографический, не исторический, хотя есть исторические экспозиции. Мы не могли, говоря о монголах, Чингисхана не упомянуть. Музей создан для детей. Взрослые люди тоже, которые не знают ничего о кочевниках, в том числе о жителях России, чтобы они приходили и могли все это потрогать и пощупать. Если стоит какой-то музыкальный инструмент, он будет играть. Детей угощают национальным чаем в каждом жилище. Дети стреляют из лука. То есть происходит за 2 часа экскурсии погружение в эту культуру. Затем представлены туареги и бедуины. Прямо вот перед началом войны мы успели собрать коллекцию по культуре туарегов. Представлены отдельно религии. Первый в Москве действующий буддийский храм, освященный по благословению его святейшества Далай-ламы. Небольшой кочевой храм Дуган. Конечно, киргизы, казахи представлены. Да. Очень яркие, красивые коллекции, где звучит музыка и песни акынов. И юрта-мастерская, где ребятишки учатся традиционным ремеслам. Дерево, кожа, войлок и так далее. Здорово. И я обратил внимание, будучи в Якутии, на цифру 12. Смотрите, 12 главных богов входит в состав якутского пантеона. По преданиям, аура человека состоит из 12 уровней. У шаманов, у белых шаманов, как я понимаю, 12 кланов, 12 ступеней. Наконец, 12 видов коллективных молений мы находим в книгах у великого белого шамана Василия Алексеевича Кондакова. У народа Саха есть разные интерпретации разных чисел. Число 12 действительно очень часто бывает в заклинаниях, в шаманских заклинаниях. Но наиболее важное число в якутской культуре считается число 9. Считается, что самое высшее божество якутов, в котором как раз совершается приношение на Осехе, живет на 9-м небе. Рюнгар-тайон или Рюнгае-тайон. У монголов 9 священное число, то же самое в монгольском бурятском шаманизме 9 степеней посвящения, 9-е небо, высшее, куда поднимается шаман. Знамена у Чингисхана, кстати, тоже делались из конского волоса, туг называлось, да, по-монгольски. Наш город Ессентуки. Ессентук по-монгольски 9 знамен. Была ставка хана. Вот, 9. Еще интересно, шаманка Энхтуян, у которой я учился на севере Монголии, говорила, что очень сакральное число 27. Совершенно верно, 27, да. 27 березок поддерживают небесный свод. И это 3 раза по 9, опять же. Глядя на ваши замечательные серебряные украшения, думаю, что это тоже связано с какими-то символами. Якутов называют серебряный народ. Понятия золота в якутской культуре вообще так нету. На мне ритуальное украшение серебряное называется илинка-бегерь. И вот здесь вот видите... Солнце, наверное. Совершенно верно. И что самое удивительное, у якутов нет понятия заднего. Сзади должно быть точно такое же украшение. Илинка-бегерь, вот это переднее украшение, и калинка-бегерь точно такой же сзади. А зеркально должно быть... Совершенно верно. На спине должно быть такой же... Вообще все эти украшения не только ритуальны, но они, конечно, защитные, совершенно верно. Ну, знаете, такая есть, в шутку скажу, якутская поговорка: если хамус лежит на столе, значит, он должен сыграть. Вообще у якутов вот к хамусам обращаясь именно к божествам верхнего мира. И еще скажу, что женщины и мужчины часто на хамусах выражают свои чувства в любви. Инструмент магический. Если я буду играть минут 5-10 на этом хамузе, я уже, потому что особое дыхание идет, да, я впаду в транс. Единственное, еще хочу сказать, что хамусы у всех индивидуальные. Вот один и тот же инструмент у каждого из нас будет звучать по-своему. Совершенно верно. Итак. Очень красиво. Играл на сотнях хамузов разных народов, ну как на варганах, потому что их называют
По-разному, скажу честно, якутские камузы самые лучшие, самые сильные. И вот мой индивидуальный камуз, он якутский, хотя играю на разных. Здесь находится бубен. Я хочу попросить вас рассказать об этом бубне, откуда он. Бубен делал мастер здесь. У нас есть настоящие шаманские бубны, которые переданы мне после получения посвящения с Чукотки. Это очень сильные вещи, они в шаманском чуме у нас живут. Сделаны они из кожи моржа или тюленя, да? И кожа натягивается прямо перед исполнением. Она мешочком свернутая висит. Этот бубен характерен для Южной Сибири такой формы. Он без орнамента, хотя часто бубны украшают. С орнаментом у меня, ну, это, скажем так, новодел. Такой, скажем, скорее всего. Ширпотреб. Да, похож на ширпотреб, да, это не... Бубнов огромное количество. Вообще, бубен шаман делает после прохождения инициации шаманской. Когда он пережил шаманскую болезнь, первый транс, первое путешествие мистическое. Да. Потом духи говорят ему, из какого дерева, из какой кожи какого животного сделать бубен. Чем выше квалификация шамана, совершенно тем верно. больше вот этих рожков, рожки оказывается на о степени посвящения шамана. Да. У кочевников Южной Сибири бубен это конь, на севере это олень. Есть колотушка. Это вообще озеро. Или лодка, на которой шаман пересекает подземную реку, или небесную реку. Очень интересный. Бубен становится щитом, который защищает шамана от ударов нечистой силы. В нем душа шамана, как говорят. Повреждение бубна – это очень недобрый знак. Колотушка является плетью, которой мы коня подгоняем. Как у каждого кочевника плеть, ташур, как монголы говорят, висит на руке, то же самое колотушка у шамана. Ну и звуки бубна – это очень важная вещь для вхождения шамана самого в транс и настройки зрителей на особое состояние. Браво! Это вы нас в чьи практике сейчас пригласили? Это просто такая, можно сказать, шаманская распевочка, да, для того, чтобы настроиться, почувствовать бубен. Ведь бубен — это, конечно, не фортепиано, но он тоже настраивается. Он держится у священного огня. В Якутии я обратил внимание на то, что мы с большим трудом нашли, ну, не фольклорных шаманов, не туристического, скажем так, плана шаманов, а серьезных шаманов. Нам сказали, практически речь может идти только о 2-3. Совершенно верно, да. Все, что касается шаманизма, это некая культура молчания. Ведь шаманов репрессировали очень часто, и нужно было, допустим, детям шаманов тоже как-то жить в это советское время и так далее. Но, к сожалению, я думаю, Константин согласится, есть ведь очень много людей, которые просто называются шаманствующие. Да. Вот. Шарлатанством. Да. И вот этот вот этнокультурный туризм, когда приезжают и сразу вот киньте нам пару-троечку, пожалуйста, вот этих шаманов и так далее. Здесь вот немножко, посмотрев ваш кадр, я хочу сказать о том, что речь идет, видимо, о очень серьезном обряде, поскольку все идет по именно канонам шаманской традиции якутской. Многие шаманы, с кем я общался, вот та же Ахтуян из Саатанов, она говорила, что путь шамана – это путь служения людям. Бескорыстного служения. Как вот телезрителю скажу, как отличить настоящего шамана от шарлатана? Настоящий шаман не берет плату за свою работу. Он помогает просто тому, что он должен это сделать. Если вы читаете в газете, что потомственный шаман избавит всех проблем и дальше прайс-лист, это шарлатан.
тоже думаю, одной из лакмусовых бумажек является то, что человек никогда не возьмет денег, раз, и, во-вторых, как правило, никогда не афиширует себя. Обычно это делают те люди, которые у него лечились, или, допустим, исцелились, или так далее. Эти люди, как правило, очень закрыты. А по-тюркски это узун-кулак. Да? Степное ухо, по-русски сарафанное радио. Один другому рассказал, что вот там далеко в горах живет такой шаман. Константин, мне не терпится попросить вас прокомментировать, что вы нам принесли еще. Это шаманские лошади, которые несут его в астральном, мистическом путешествии, правильно сказать, в другой мир. На лошадках масса нужных шаману предметов. Ну, это всевозможное оружие для того, чтобы защищаться от злых духов. Кнут, чтобы привязывать коня. Очень характерна небольшая лесенка для восхождения на небо. Здесь 3 ступенечка. Это монгольско-бурятский шаман. Есть бурятский. Есть бурятский, монгольский. Причем лошадки из железа. Шаман только высшей степени посвящения имел железных коней. Обычные были деревянные. На шаманском костюме все предметы сделаны тоже из железа. Вот все эти подвески, они несут, конечно, тоже свой магический смысл, но посередине на спине обязательно должен быть круг. Это как раз вход, скажем, в астральный мир. Должна быть своя луна, свое солнце, то есть некие схемы, конечно, космической карты, так скажем, потому что надо путешествовать по мирам. Шаманский костюм одевали только вечером. Вообще все шаманские камлани, как правило, проходят ночью. И шаманский костюм, он тоже передавался по наследству. По наследству. Да. В руках это что у вас там? Это кнут, колотушечки, которые погоняют мистического коня. Крючья, лук со стрелой, опять же, для защиты шамана от злых духов. Различные топоры, молотки и даже небольшая наковальня, поскольку шаман — это и кузнец. Он выковывает часто новый орган больному человеку, душа которого оказалась в плену в Нижнем мире. Вот такие наковальни действительно характерны для кочевых кузнецов. Она втыкается в землю, стальная плашечка, и кузнец выковывает. А вот это что за кость? Это косточка. Гадание. Узнает ее каждый кочевник. Это баранья лопатка. Да. Масса гаданий по бараньей лопатке. Есть свадебные гадания, гадания на судьбу, на просвет гадают по форме выступов. Очень много вариантов есть. И 4 альчика, это бараньи костяшки, вот, у них есть несколько значений. Они символизируют любимых животных скотоводов. Вот такое положение. Это овца, наоборот, коза, с горбом верблюд, а с другой стороны любимый всеми конь. В зависимости от того, как косточки упадут, можно предсказать будущее. Кстати, проверял, работает. Это, я так понимаю, обрядная ритуальная шапка, да, для обряда шамана. Саатанская маска. Используются перья дневных либо ночных птиц. Часто, если белый шаман, то дневные птицы, черный шаман — ночных птиц. Хотя у многих народов шаман, он как бы и черный, и белый одновременно. Да. Он путешествует и в нижний мир, и в верхний. Вот такие вот змеи их называют, плетенки из шерсти. Часто у сибирских народов весь костюм покрыт змеем, и их больше 1000 штук украшает. Потому что змея тоже особое существо, которое помогает шаману пробираться, особенно в нижнем мире. Вот такая маска. Маска нужна прежде всего для того, чтобы злые духи не увидели лица шамана. Характерно для черного шамана прежде всего. Интересный атрибут. Такие колокольчики из копыт оленят делаются. Они очень красиво звенят. До того, как появился металл, как мне рассказывали, отпугивать злые духи, отгоняли нечистую силу. Сейчас часто используются в детских колыбелях. И чтобы злые духи не были раньше, такие, конечно, использовались. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что мы затронули такой пласт, да, что невозможно его в один присест, да, все эти вопросы углубленно к тому же обсудить. Я вам искренне благодарен за то, что вы помогли зрителю приобщиться к великолепному совершенно эпосу и мифологии, и празднику якутского народа, культуре шаманизма. Я вам невероятно благодарен. Ну, а теперь вы увидите фильм, снятый в этом году в Якутии, «Очищение солнцем». Я бы хотел поблагодарить всех якутских друзей, прежде всего Афанасия Максимова, которые оказали огромное нам содействие в съемках этого фильма. Ну и, естественно, адресую слова благодарности компании страховой «Согласие», которая помогает выпускать программу «Магия приключений».
Когда-то, много столетий назад, древняя религия Аар-Аи учила предков нынешних якутов жить в любви и гармонии с природой, нашей кормилицей. Эта мудрая религия не разделяла людей на своих и чужих, а порабощение человека человеком и других народов считала большим грехом. Затем на берега могучей реки Лена пришли люди с запада, и указом воеводы запретили Аар-Аи, а белых шаманов, бывших главными проводниками этой религии, подвергли репрессиям. Сегодня, 3 столетия спустя, древняя религия переживает мощное возрождение на земле народа Саха. Каждый год в конце июня, в день солнцестояния, якуты собираются на самый важный религиозный праздник. Год от года их становится все больше и больше. Исэх — якутский Новый год. Встретить его, присутствовать на нем было для меня честью и радостью. Все действие происходит вокруг большого медного столба — Сэргэ. Прикоснувшись к нему, человек получает благословение богов верхнего, недоступного для него мира, очищается от грехов, и каждый может рассчитывать на исполнение его желаний. В быту Сэргэ выполняет функцию коновязи. Специально для этого на столбе есть 3 канавки. Но человеку разрешено пользоваться только средней, потому что верхняя предназначается для привязывания коней обитателей верхнего мира, а нижняя — для лошадей подземного мира. Нельзя разрушать Сэргэ. Оно само должно прийти в негодность. Да, олицетворяет оно как бы здесь человеческое жилище, и оно отпугивает злых духов. Поэтому есть коновязь, значит здесь есть народ. Мы, якуты, говорим даже «Джонум Сэргэ». Это значит «мой народ, мое Сэргэ». Лошадь — посредник между человеком и духами. Трудно переоценить ее роль в жизни якутов. В древних якутских легендах говорится, что вначале Бог создал коня, а от него уже произошел человек. У якутов удивительные лошади, выносливые, неприхотливые, с характером. Да другие не выжили бы в долгие местные зимы 60-градусными морозами. Зимой они пасутся на заснеженных просторах, самостоятельно отыскивают себе корм. Ранней весной пополняются потомством. Якутская лошадь — это целая аптека и фабрика на копытах. Ее мясо выводит холестерин, лечит от анемии, туберкулеза, склероза. И пахать на ней можно, и охотиться. А ее шкура и волос широко используются якутами в хозяйстве. А еще ведь есть кумыс, священный напиток богов верхнего мира. Многие исследователи Якутии утверждают, что якуты — самые древние коневоды на земле. И по сей день этот народ сохраняет свою исключительную любовь к коню. Конский бог входит в пантеон 12 главных богов Аар-Аи, которые обитают в верхнем мире. Можно пройти? Да. По вере якутов,
Мы с вами живем в серединном мире, а есть еще и нижний мир, но туда простым смертным лучше не заглядывать. Это дозволено только шаманам, белым общаться с верхним миром, черным с нижним. Любое дело здесь начинается с алгыса, то есть с молитвы, обряда очищения, обращения к добрым духам земли. Именно так нас встретили целительницы Центра народной медицины, который носит имя его основателя, великого белого шамана Владимира Кондакова. Без духовного начала, считал Кондаков, народная медицина зайдет в тупик. Владимир Алексеевич оставил после себя огромное литературное наследие по шаманизму. Воссоздал и описал этические постулаты и обряды Аар-Аи. Сам, будучи шаманом 12-й, то есть высшей категории, подготовил много талантливых учеников. Шаманы такого масштаба, как он, считают здесь, рождаются раз в несколько столетий. Ну, используя гипноз. Используя гипноз. Тавик, вот тавик. Перевод. Болезнь не должна уходиться. Вот, это болезнь сейчас начнется. Сейчас готов. Падали, да? Падали, да? Травмы? Упали, да? Ну вот я падал с лошади. Голову прямо уши. Там запах есть. 이렇게 죽대 건드거든 법으로서 발급거든 쓰레기는 오늘들은 걸어보치가 Эссех тем временем набирает силу. Читается канонический алгыс, пылает ритуальный костер, исполняются обрядовые песни, водят хороводы. Над полем разносится звук хамуса, музыкального инструмента, без которого невозможно представить духовную жизнь якутов. Сегодня, в честь праздника Эссех, для книги рекордов Гиннесса будет установлен новый мировой рекорд по количеству музыкантов,
одновременно играющих на хомусе. Больше 2000 любителей игры на хомусе из разных стран собрались вместе в Якутске. Но предназначение этого музыкального инструмента не только услаждать слух, но и лечить душу. Ведь с помощью хомуса целители вводят пациента в лечебный транс. Словом «хомус» я бы назвал своего рода музыкальным алгысом. Но главными целителями у якутов издревле считаются шаманы. Посредники между богами и людьми. Проповедники религии Аар-Аи. Каждый шаман имеет свой оберег. Ну, у кого разное бывает. У кого это медведь, у кого это орел и так далее. Каждое дерево, каждое животное, каждый предмет имел свою душу, кут, имеет собственное «я». Поэтому с каждым озером, каждой речкой надо считаться, потому что они существуют. Учение о 3 мирах лежит в основе шаманской науки, а значит, является и вечной темой для якутского изобразительного искусства. Вот они, знаменитые 3 мира, с их добрыми и злыми обитателями, героями народных эпосов и сказаний. А это кузнец дарит меч блинному богатырю. Кузнец и шаман из одного гнезда, говорят якуты, веря в особую магическую силу кузнеца. Ведь неспроста даже духи боятся стука железа. А это шаман, войдя в транс, камлает, общается с духами, может лечит чью-то израненную душу, а может вызывает дождь или просит у богов ребенка для бездетной семьи. Ведь малочисленность якутов всегда была главной бедой этого народа. В давние времена жил богатырь Кулун-Кулустур. Он был очень строптивый. Он жил один в серединном мире. У него было много лошадей и много коров. И вдруг к нему прилетела золотая птичка с небес и сказала, что там, в небе, одна шаманка хочет выйти за него замуж, а Кулун-Кулустур ни за что не хотел брать ее в жены. Тогда шаманка села на облако, прилетела к нему сама и еще раз предложила богатырю стать ей мужем. Воспротивился богатырь. Тогда шаманка увела его за собой в верхний мир, где живет божество Үрүн-Артойон. Үрүн-Артойон приказал Кулун-Кулустур жениться на шаманке. Богатырь подчинился, и зажил он с шаманкой счастливо, и родилось у них много детей. Камлание, как и любое таинство, притягивает.
Не скрою. Мне тоже давно хотелось стать свидетелем чуда, которому много-много тысяч лет, больше, чем любой из известных религий. Не ведая, что нас ждет впереди, наша съемочная группа отправилась в гости к шаману. Остановка у святого для якутов места. Священного дерева Беляхмас. Здесь можно помолиться и спросить благословение и поддержку у местных духов природы, загадать заветное желание. А вот и шаманский двор. Тотемный медведь на заборе. Шаманское дерево. В якутской космологии все три мира объединены в этом чудо-дереве. Корнями оно уходит в нижний мир. Ствол пребывает в среднем, а кроной касается верхнего. В дуплах такого дерева воспитывается душа шамана. Гостеприимный хозяин, назовем его Василием, долго не соглашался сниматься. Истинные шаманы верят, что, выставив на показ себя, свои умения, они таким образом могут утратить дарованную им богами силу. Поэтому мы пообещали Василию не показывать его лицо. И все-таки мне и моим спутникам повезло. Одна из моих проблем, скажем так, завела шамана. И мы увидели то, зачем приехали. Камлания – завораживающее зрелище. Ведь вы становитесь свидетелем чуда, когда шаман, войдя в транс, слышит неслышимое и видит невидимое. Yeah!
То, что он делает для людей, не шоу. Да и быть шаманом не в радость, как говорил Кондаков. Никому не ведомо заранее, кто окажется сильнее. Шаман, лечащий в трансе больного, или злой дух болезни. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Не упал, не ослаб, не сдался. Тяжело было, тяжело. Ой, как тяжело. Нелегкий путь. Нелегкий путь. Очистил. Сергей даже не ожидал. Тяжеловато получилось. Я думал просто так, а нет. Ты сам видел? Да. Тяжело было. В конце нашего посещения Василий разрешил мне примерить его костюм. Оказалось, что и в этом заложен глубинный смысл. Человек, который по разрешению шамана надевает его плащ, очищается. Но беда тому и всему его роду, кто хотя бы притронется к шаманским вещам без спроса. Пора вернуться на Эссех. Праздник достиг своего апогея. Солнце встает, притягивая к себе руки тысяч якутов. Они буквально купаются в его лучах, очищаются и заряжаются его энергией. Все собравшиеся здесь едины в своей молитве, обращенной к богам и добрым духам земли. Так мощно и зримо древняя религия Аар-Аи возвращается в жизнь якутов. На этом наша программа завершена. Спасибо за ваше внимание. До следующей встречи в эфире.